Мои дорогие, доброе утро, Эльзик Хайлшин, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Друзья, сегодня у меня будет немножко выездной день, расскажу вам, покажу, если будет время, и поснимаю. Сегодня меня Танзил вчера еще позвонилась и позвала с собой сделать ей нужно сделать МРТ головного мозга, ей назначил врач, МРТ головного мозга с контрастным уколом каким-то. И к часу мне нужно с ней поехать. Дело в том, что вы в предыдущем ролике видели, что она лежала в какой-то шапочке. Это тоже было какое-то исследование, но еще результата нет. Я не знаю, я даже не знаю, как это называется. Но результата еще нет, сказали, будет через 3 дня. Просто дело в том, что у Танзилы почему-то вот такие вот сильные головные боли последние недели-2. Может быть, это после ковида, она что же у нас переболела, еще месяца 2 тому назад ковидом, даже 3, по-моему, месяца назад переболела ковидом. Может, это последствия ковида, не знаю, но у нее очень сильные головные боли. Она мне последние несколько дней часто жаловалась, что болит голова, что вот сейчас на скорой поехали, сделали обезболивающие, что даже просто обезболивающие таблетки иногда ей не помогают снять эту головную боль. И она решила все-таки сделать себе обследование и понять, на каком фоне эта головная боль. И вот сегодня я с ней поеду. Сейчас еще утро, но уже не раннее утро. Я всех покормила, отправила на работу, мама тоже, все поели. Мне что-то утром не хотелось, не знаю, то ли я вот на нервах, то ли что. Долго общалась с девочками из группы, можно сказать, поддержки моей с Ютуба. И с ними пообщалась, и что-то мне действительно захотелось поесть. А потом вспомнила, что я же не завтракала. А мы вообще-то, вся моя семья, утром мы хорошенечко так плотно завтракаем. Вот у меня сегодня такой день был. И посмотрела в холодильнике, чтобы мне приготовить. Сначала хотела яичницу просто сделать, а потом вспомнила, что у меня есть грибы, и маленький кусочек сыра лежит, зеленый лучок еще немножечко остался. Думаю, давай-ка я приготовлю себе такую хорошую яичницу с грибами. И заодно с вами ее вместе будем готовить. Поснимаю вам, может быть, кому-то будет интересно. И возьму вас с собой жарить яичницу с грибами. Грибы мне тоже привозила Танзила, помните, у нее был какой-то заказ. Так, их вы сейчас не видите, мне придется камеру опустить. Сейчас, минуточку. Так, друзья, значит, грибочки привозила в тот раз Танзила, когда я приезжала. У нее был заказ, мясо по-французски. Но она купила, сделала себе заготовочки, но заказчики, так видно, заказчики не захотели, чтобы в мясе были грибы. Короче, вот так. Так вот нарежем такими вот слайсами грибочки. Я поставила сковородку раскаляться, потому что грибы нужно пожарить. Хорошенечко прожарить, но не, чтобы не вышла вода в них. Не тушить, а именно быстренько на хорошем таком огне прожарить. Поэтому... Так, друзья, сейчас, значит, обжарим наши грибы. Масло должно быть, сковорода и масло хорошо раскалены, потому что нам нужно именно прожарить их, чтобы не вышла влага от грибов. Они у нас должны быть хорошо прожаренные. Грибы жарятся быстро, вы сами знаете, что шампиньончики быстро жарятся. Я жарю на растительном масле. У меня нет оливкового масла, было бы, конечно, здорово на оливковом. Так, теперь мы добавим зеленый лучок, тоже нарезанный. И посолим, и поперчим.
И видите, они буквально быстро жарятся. Вот, теперь уже наши грибочки готовы, и мы их снимаем. Так, друзья, значит, яичницу мы будем жарить на сливочном масле, на таком медленном огне. Вернее, не яичницу, а омлет. Значит, что мне нужно? 3 яйца. Яйцо домашнее. Гуси пачкают яйца, но они у меня вымытые, просто не. Так, 3 столовые ложки молока. Так, теперь немножко посолим наше яйцо. Тут у меня адыгейская соль, поэтому немножечко как с этими вкраплениями, поэтому получается взбьем. Так, нельзя, чтобы сковорода сильно разогрелась, потому что нам не нужна корочка. Так, надеюсь. Вот. Теперь отправляем сюда наш омлет. И на среднем огне будем делать наш омлет. Так. Сыр я тоже натерла на терке. Так, и вот, чтобы у нас омлет хорошенечко так, значит, на этой стадии нужно, чтобы вот так вот немножко приподнимать. Чтобы равномерно все прожарилось. Так, его несколько раз позвонила, тоже переживает. Мам, ты сможешь приехать? Я говорю, смогу, не переживай, приеду. Ну вот просто немножко поддевать, чтобы все это схватилось. Ну и так почти все хорошо схватилось. Если бы не позвонили, то я бы успела это еще. Ну все. Так, теперь будем укладывать наши грибочки вот так вот. Вот так. Поверх грибочков сыр. И мы теперь, давайте-ка я лопаточку пошире возьму. И вот так вот перевернем. И буквально там минуточку, чтобы все это, сыр расплавился. Все. Вот так вот. Это даже можно утром завтраки на ПП, как бы вот кто на правильном питании. Вот такой вот очень полезный, вкусный завтрак. Так, все. Вот сыр расплавился. Можно немножко и перевернуть.
так вот. Буквально на минуточку. Но единственное, что нужно было бы, чтобы все. Когда мы жарили грибы, я жарила на растительном масле, а если вдруг там на правильном питании, то лучше, конечно, на масле оливковом. Надо будет мне купить и оливковое масло. Ну, сейчас вот приведем в порядок это все. Ну, как украшение еще посыпем зеленым лучком вот так вот. Ну и вот такой вот у нас получился завтрак, друзья. Сейчас я покажу в разрезе. Так. Сейчас. Так, наверное, еще вот так вот. Вот видите? Очень вкусно. Сыр растаял весь, но я специально вот показываю вам. Сыр растаял. Это просто изумительно вкусно. Попробуйте на завтрак. Можно на ужин, можно на завтрак. Друзья, Танзилу уже завели. Я на 4 минуты опоздала. Она знает, что я еду, что я буду здесь сидеть. Ее уже завели. Просто такси задержалось. Вовремя не успела подъехать. Жду. Здесь делают МРТ и КТ. Короче, такое вот цокольное помещение больницы. Так, ну вот наш Танзила после МРТ. Результат только завтра. Всем добрый день. Ты же говоришь, все время надо быть на позитиве. Ну что? На позитиве. Ну ничего, будем на позитиве. Ну что ж. Результат завтра. Проверка же никогда не мешала. Я, оказывается, не делала МРТ, говорю. Это, оказывается, шея была МРТ. Раньше, что ли? А в 17-м только последняя МРТ. Ну все, пойдем тогда. Так, приехали с Танзилой в магаз. Не знаю, она в каком-то магазине нашла для себя обувь. Хочет пойти посмотреть. Ну и заодно меня с собой берет. Сейчас пойдем, поищем этот магазин. Никогда сама она там не была. Вот немножко вам поснимаю тут. Тематическое кафе из мира Гарри Поттера. Что интересное. Так, ну вот мы нашли этот магазин, а? Где? Нашли этот магазин. Машина красивая. Короче, называется магазин «Все для дома. Красивый дом». Была касса, каша, как, короче говоря, я на английском не умею читать, только на немецком, поэтому могу сказать неправильно. Короче, все для дома. Подвальное помещение. Спустимся, посмотрим. Так, ну вот, магазин «Все для дома». Потихонечку посмотрим, что тут есть для дома. Полотенца. Наверное, вот эти шлепанцы, да? Да. Такие пледы интересные. Это подарочное полотенце. Постельные комплекты. Красота. А в какую цену вот этот вот комплект? 4500.
Двухспальный же? Да. Мгм. Тоже красивый, с вышивкой. А этот с вышивкой? Это 6500. 100% хлопок. Тут одеяло с ним? Или Нет, как? постельное белье просто. Просто белье, да? Да. Ага. Красивые. Много есть посуды. На окна хочу, полотно просто. Это на шторы. На шторы, да. Здесь ты хочешь полотно купить? Вообще, Так, вот тут и смотрю, шторы. без этого. Чисто просто полотно. А вот это сколько стоит в углу? 800 рублей. Велюры все по 600. На кухню мне тоже надо штору купить. Обычно в магазине дорого стоит самые цены. А? Самые те цены. А, как и там на рынке ты имеешь в виду? Да, велюры 800-700 лет масна. Я смотрела. Хала, что тут велюры ждите? Без ничего, хочется, я велюры, вот что вообще. М. Ковры. Она говорит, что ассортимент ковров закончился. Красивый ковер, вот этот тоже с голубым. М? Вот это С голубеньким, да, Мне симпатичный. вон та люстра нравится. А, люстра красивая, да. Так. Эта люстра тебе нравится, да? Да. Симпатичная. И дорогая она, интересно. Наверное. Смотри, вот для ванны, представь. А. Коврики на ванну, да? И вот еще для ванны. И ванну еще надо делать. Такие платья для намаза красивые, подарочные, можно сказать. И в чемоданчик. И сколько они? Платье 1500, набор 2900. А в наборе что? В наборе, наверное, коврик, да? И платье. 2900 набор. Подарок красивый. Это коврики для намаза. Угу. Симпатичные. Это на гладилку. На гладилку? Да. Как раз вот. Погладила, положила для красоты. Симпатично. А обычно гладилки же с пятнами бывают. Да. Когда гости приходят, можно. И сколько? 1500. На гладилку, да? Для красоты.
Сейчас нажму, в полицию вызову и тебя отправлю. Скажу, что хулиганчит сильно. Вот такая вот аллея. Ой, Магаз самый молодой город, по-моему, по всей России, если я не ошибаюсь. А? Мне кофе нельзя. Мне кофе нельзя. Так, короче, после МРТ она проголодалась, наверное. Пойдем, говорит, попьем кофе. Ну, чайку я попью, я кофе не пью. Так, а это аллея спорта, как называется. Интересно, что за это елочное растение? Девочки, знаете, как оно называется? Красивое. И вот это красивое. Так. Ну, с Тензилой попьем чайку, короче. С шаурмой, да? Сказала шаурмона. Будем пить чай. Ну и вот наш заказ. У меня чай, у Танзилы кофе. Красу полетел. Ты зачем пришел, Аду? Вот так вот. Попили чаю, Танзила немножко успокоилась. Хотя вообще-то, знаете, друзья, Танзила такой человек, живчик и позитивчик, никогда не унывает, и это, конечно, хорошо. С новым 2022 годом. Пока, как видите, ничего здесь пока нет новогоднего у нас. Ну, вон там я вижу, что елочку все-таки поставили искусственную. Но туда мы сегодня не пойдем. У меня нет времени, мне надо сейчас поехать на рынок. У меня снова небольшой заказ. Нужно купить мясо. И болгарский перец нужно купить. Книга-обменник. Значит, кто-то, если положит, значит, книгу поменяет, да, на обмен. У нас не холодно, правда. Ой, взялась за микрофон. Температура плюсовая. Ну, большая такая моросня. Идем по зеленой дорожке с Танзилой. Вот украсить бы елку. Так, ну вот, друзья, я уже приехала.
немножко управилась со своими делами. И у меня заказ на манты и на голубцы. И прежде чем я займусь с мясом, с чем-то, быстро замешу тесто, пока это тесто будет готово, но ему надо минут 15-20, вы сами знаете, что полежать. Я потом разделаю мясо, пропущу через мясорубку. Мясо я купила. Значит, Танзила поехала домой. Я купила мясо себе и приехала тоже домой. Ничего больше покупать не стала. На рынок заходить тоже не стала, потому что у меня заказ, да, и мне его сегодня надо сделать. Так, не буду долго говорить. Значит, замешу быстренько тесто. И по ходу я понемножечку буду показывать сегодня, что буду делать. Конечно, я очень не люблю после какой-то поездки, тем более на нервах еще. Но мне действительно намного лучше чем-то заняться, чем я буду переживать и думать, что и как. Результат МРТ будет только завтра. Поэтому будем ждать и будем надеяться, будем молиться, что у Танзилы все будет хорошо. Значит, все. Как Танзила говорит: мам, ты зачем? Когда я снимала ее в больнице, она говорит: мам, надо же весь позитив показывать, а не то, что там, больная или что-то. И что же, действительно позитив. Она действительно такой живчик, позитивчик. Вы сами знаете мою Танзилу. Она такая вот, действительно, молодец. И вот так вот, значит, друзья. Сейчас быстро замесим тесто. Тут у меня... это мое тесто уже все мои подписчики, в принципе, знают. Но вдруг кто-то не знает, вдруг кто-то не попал на канал, где я замешиваю это тесто. У меня тут 2 килограмма муки, литр воды холодной, обычной, 4-5 ложек растительного масла, столовая ложка соли. Все, больше ничего сюда не нужно. И замешиваем тесто. Его не нужно так нежно, сразу, быстро, хрум-хрум, и все. И, друзья, не бойтесь, когда вот вы соединяете это тесто, оно соединяется от того, что там много там рассыпалось, что кажется, что воды мало, ничего страшного. Видите, оно прекрасно собирается. Просто минут 10 нужно помесить, терпение быть, потому что немножко оно полежит, оно размягчается, а все-таки более с крутым тестом работать легче. Что пельмени лепить, что манты лепить. Так, все, время намаза. Все, под крышкой. И все. После намаза займусь мясом. Вот, мои дорогие, пока наше тесто будет настаиваться, я справлюсь с мясом. Значит, я купила 2 килограмма шейной мякоти. И, мясник мне дал вот так вот немножко жира. У него больше не было, но, в принципе, мне сегодня оно и не нужно. Вот. Сейчас быстренько нарежем. Так. Танзила сегодня так и боялась, что я буду расстраиваться, переживать, потащила меня в магаз. Я знаю, что она это ради меня делает, чтобы я как-то успокоилась и что-то поснимала. Вы не поверите, мне настолько не было интересно снимать ничего, просто действительно у меня мысли-то совсем о другом, да еще мы сегодня... не все, может, знают, у меня есть такая группа поддержки в WhatsApp, мы с девчонками общаемся на различные темы, и мы тоже там сегодня такие разговоры какие-то вели, они знают, что я сегодня
собиралась ехать с Танзилой, тоже как-то, ну, все это навеяло. И у меня не было такого вот прям вот, ну, переживала по-любому, но Танзила хотела любым способом, чтобы меня немножко развеселить. Вот. Но у меня все равно душа не на месте, пока не узнаю окончательного результата. Что да как. Ну, а результат будет только завтра. Поэтому, конечно, сегодняшняя ночь будет очень длинной для меня. И завтрашний день, пока не скажут результат. Все-таки мы же переживаем за своих родных, близких, тем более детей. Но будем надеяться, что с ней ничего не будет, по крайней мере, ничего серьезного. Конечно, что-то там должно быть, раз у нее так сильно болит голова, но там посмотрим. Не будем заранее что-то придумывать. Конечно. Ага, это я моську выгнала, потому что как только мясо, он начинает. Причем выгнала не без мяса, а с кусочком мяса, но все равно, видите, как шкрябает по двери. Хотя сегодня они съели очень много мяса с косточек, которые Танзила делала рулет, оставалось. Ну вот, друзья, с мясом мы справились. Теперь я разделю на манты и на голубцы мясо. Взвешу, сейчас посмотрим. И дальше будем работать с вами. Ну вот, друзья, я разделила мясо пополам. Значит, у меня на весах стоит килограмм фарша и 200 грамм жира я туда добавила. Так, здесь жир уже не нужен. Это я положу в морозилку. Здесь тоже у меня килограмм мяса. Это уже на голубцы. Но там немножко жирок, который последний выходил из этого. Немножечко для сочности. А так жира туда не нужно. И добавим сюда еще 300 грамм лука. Дальше я вам покажу. Ну и вот, друзья. Значит, поперчили, посолили и добавим сюда стакан риса. Стакан риса в сухом виде. Он у меня до полуготовности сварен. И теперь добавим сюда фарш. Перемешаем и поставим. И пока я буду делать манты, фарш как бы передружится между собой. И теперь тщательно перемешаем. А пока накроем пленкой и поставим в холодильник. Пока мы будем заниматься капустой. Капусту я уже пробланшировала, но мы сейчас ее будем готовить для голубцов. Ну а сейчас мы будем приступать к приготовлению мант. Вот, смотрите, вот таким вот кубиком я нарезала лук. Хорошенечко его как бы помяла, чтобы вышел сок получше. Теперь мы добавим сюда мясо и наш жир. Все тщательно перемешаем, посолим, поперчим, красного перца и чуть-чуть черного перца. И на килограмм фарша и килограмм лука, у меня килограмм, и на 200 грамм жира я добавляю 30-33 грамма соли. Так, значит, добавила черный перец, красный перец, соль и добавила 2 стакана. Вот таких вот 2 стакана воды холодной. Теперь тщательно перемешаю. Ну вот, друзья, я потихонечку
делаю уже манты. Значит, у меня есть, как я показываю, как я делаю манты, но может быть кому-то будет интересно. Тесто потоньше, чем на пельмени. Но у меня тесто раскатка, я раскатываю тесто раскаткой. Сначала немножечко скалкой, а потом уже тесто раскаткой. И вот такой вот формы я делаю их. Ну, практически получается типа розочек, цветочка какого-то. Наверное, как-то видно, я думаю. Ну, давайте вот. Вот. Ну и вот так вот соединяем в середине. Вот. В середине оставляем вот такую вот дырочку. И потом вот эти вот концы вот так вот. Потом вот эти. И вот эти. И вот такой вот мантик. Ну вот, а теперь мы будем делать голубцы. Значит, капусту я уже, как я говорила, я пробланшировала, срезала вот эти вот жесткие кусочки. И теперь будем заворачивать их. Я хочу каждый кусочек мяса взвешивать, чтобы голубец был, ну, по крайней мере, одинаковый. Значит, 75 грамм. Вот. Капуста все-таки слишком большая. Так, видно. И вот так вот будем заворачивать. Так, капустный лист слишком большой, поэтому я немножко его срежу. Обрезки, конечно, я не выброшу. Я их буду тушить и потом делать пирожки. Так, немножко все-таки жестковатая получилась. Листья слишком большие. Для дома бы я бы сделала из таких листьев, потому что я люблю капусту, и мама любит, чтобы было много капусты. Но, друзья, заказчики могут быть недовольны, поэтому я не делаю много капусты, чтобы была вот немножко как бы отрезаю, потому что ну, капуста у меня оказалась слишком большая. Вот так вот. Вот голубцы я уже налепила. Ну, у меня заказ пока просто на 2 килограмма голубцов. Тут чуть больше, 2 200 где-то.
Вот столько фарша осталось. У меня, к сожалению, нет больше капусты. И, ну, на сегодня я их поставлю в холодильник, сейчас накрою пищевой пленкой, а эти в морозилку. А завтра уже буду дальше доделывать. Ну, вот так вот, мои дорогие. На этом сегодняшний влог я закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. И огромное спасибо вам за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии и за ваше участие в моей жизни.